В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. И в начале выпуска озвучу основные темы. Якутяне изготавливают и доставляют в зону проведения СВО вездеходы, собранные вручную. Подробнее об усиленной технике. В столице республики продолжаются ремонт дорог. Расскажем о ходе работ по улице Бестужева-Марлинского. Электросамокаты превратились в серьезную головную боль для всех участников дорожного движения. Еженедельно печальная статистика ДТП стремительно растет. Подробнее о проблеме. В Ленске на месте заросшего пустыря появился сквер старожилов. Расскажем о проекте. В Ржевском районе студенты находили военные артефакты и поднимали останки красноармейцев. Так завершилась 4-я смена лагеря имени Федора Хлопкова. О результатах работы. Очередной законопроект внесен в Госдуму. Группа законодателей предлагает прописать в законе срок предоставления военным жилья или денег на его покупку. Это серьезный шаг, так как в законе пока не предусмотрены сроки, в течение которых у военных и их семей должно появиться свое жилье. А это, в свою очередь, влечет дополнительные бюджетные расходы и, по большому счету, не решает проблему с обеспечением военнослужащего и его семьи жилым помещением. Все для фронта. Якутяне изготавливают и доставляют в зону проведения специальной военной операции вездеходы, собранные вручную. Вся техника двойного назначения усилена и состоит из деталей нескольких машин. Подробнее смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Вездеходы, имеющие название «Рысь», могут разгоняться до 80 км в час. Техника уверенно преодолевает бездорожье и малые водные объекты. В машине могут разместиться до 8 военных в полном обмундировании и боеприпасами, или же 12 гражданских лиц. Все вездеходы имеют противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и пулеметы. Мосты у вас Спайсер, двигатель Toyota. Раму все сами делаем, все сами варим. Также выхлопную систему все сами варим. Тормозная система стоит от ВАЗ, Жигули, переднеприводной модели. Сетка антидроновая против дрона. В среднем в месяц силами работников предприятия собираются до 9 вездеходов. Первые 4 штуки уже были направлены в зону проведения специальной военной операции. В ближайшее время ожидается отправка оставшихся машин. Все вездеходы получили усиление. Специально там по программе все усиливаем, все это по практике прошла все. Там усиленные металлы, не усиленные металлы, усиление есть все в раме. Ну, что где может ломаться, все усилили. В специальной программе все делается, все, ну, металлы. И на ЧУПу, плазменная резка у нас есть, там все режет. И с этой заготовки все делаем, все варим. Многие регионы страны изготавливают технику для нужд спецопераций, перенимая опыт друг друга. Вездеходы якутского производства представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» с 12 по 14 августа в городе Москва. Вероника Таюрская, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретать автомобили на средства мат-капитала. Депутаты напоминают, что сейчас средства имеют целевой характер, их можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, формирование накопительной части трудовой пенсии. А вот на машину на федеральном уровне мат-капитал потратить нельзя. При этом в некоторых регионах такая возможность существует. Детский оздоровительный лагерь Каландрашвили работает 3 сезона. Первый стартовал 22 июня и завершился 12 июля. Отдохнули и провели время с пользой порядка 170 детей, в том числе 25 детей участников СВО. В лагере созданы все условия для личностного и творческого развития детей. Организовано 5-разовое сбалансированное питание. Проводятся различные мастер-классы, предусмотрена оздоровительная и развлекательная программа. Во втором сезоне также ожидается 18 детей-участников СВО. Их ожидает не менее увлекательная программа пребывания.
Одним из самых таких незабываемых моментов, надеюсь, жизни лагеря для детей это была встреча с представителями, с делегацией с Китайской Народной Республики, с города Хэган. К нам приезжали 10 детей, но это было, конечно, на полдня, но все равно для детей это была такая, очень большое впечатление внесло. Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить от имени нашего лагеря наших бойцов, которые защищают нашу родину. И самое меньшее, что мы можем сделать, это дать незабываемый отдых их детям. В июле мобильная бригада врачей и хирургов Республиканской больницы номер 2 провела более 50 операций жителям Алданского района. Послеоперационные периоды у пациентов протекли без осложнений. После активизации пациенты были выписаны. Также медики провели мастер-классы коллегам по технологиям операции. Так, столичные хирурги в Алданской ЦРБ показали, как делать операцию по пластике сухожилия. В столице республики продолжается ремонт объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего предусмотрен капитальный ремонт 21 объекта улично-дорожной сети. Наша съемочная группа ознакомилась с ходом работ по улице Бестужева-Марлинского. Даяна Федорова расскажет подробности. Ремонтные работы ведутся ежедневно. К капитальному ремонту привлечены порядка 10 единиц техники и более 10 рабочих подрядной организации. Среди них Григорий Степанов. Он студент инженерного факультета АГАТУ, проходит учебную практику в летнее время. Убираем кусты и прикладываем геоспан. Там будет тротуар новый, поэтому надо было убрать и привести в порядок. Мне нравится здесь работать. Здесь платят много. И еще, в летнее время то самое. Самое лучшее, подходящее. В настоящее время строительная готовность улицы составляет 20%. Совершился разбор пешеходных ограждений, ведутся работы по демонтажу покрытия тротуара и бортовых камней. Рабочие заверили, что пешеходная зона станет шире, а также появятся специальные велодорожки. Продолжаем возводить лотки, подготовить основания, делать разбивки для проектных отметок. Начнем бетонироваться, возводить монолитный бетон, делать съезды, прокладывать трубы между съездами. Протяженность дороги составляет более 350 километров до участка Федора Попова. Уже в начале сентября здесь обещают проложить асфальт. Ну а завершить все работы планируют в октябре текущего года. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. С каждым днем печальная статистика ДТП с участием двухколесных средств передвижения стремительно растет. Почему средства индивидуальной мобильности превратились в серьезную головную боль для всех участников дорожного движения, узнал Петр Васильев. На кадрах центр Якутска. Лихачи на самокате сбивают девушку прямо на тротуаре под навесом. От сильного удара в спину она падает на колени, а любители покататься с ветерком едва не задевают впереди идущую маму с ребенком. Ну а здесь юных водителей самоката от беды отделяет лишь мастерство водителя автомобиля. Игнорируя правила дорожного движения, они ловко маневрируют из левой в правую полосу через разделитель. Таких нарушений с начала лета, по данным госавтоинспекции, уже больше 200. С мая этого сезона, летнего сезона, у нас в городе появились очень много электросамокатов. Наверное, граждане это видят. На каждых площадях они стоят. С участием этого транспорта у нас в городе зарегистрировано уже 9, а 6 из них это с детьми. В основном дети нарушают правила дорожного движения. Это не спешившись переходят дорогу, катаются по двое, по трое. Среди пострадавших и маленькие дети. Пару дней назад водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка на пешеходной зоне. Пострадавшему потребовалось медицинское вмешательство. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предварительным следствием установлено, что 17 июля текущего года через мобильное приложение мужчина арендовал средства индивидуальной мобильности, проехал пешеходный переход на перекрестке улиц Пояркова и Пушкина и совершил наезд на 5-летнего мальчика.
Ребенок с ушибом и царапиной был доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, мужчина пытался остановить электросамокат, однако его скорость не уменьшалась, что повлекло наезд на ребенка. Важно помнить, водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения. Поэтому он просто обязан знать правила ПДД. Например, в пешеходных зонах самокатчики, как и велосипедисты, гости. Должны либо спешиться, либо двигаться со скоростью потока, никому не мешая. Об управлении в нетрезвом виде и езде вдвоем вообще стоит забыть, иначе грозят серьезные последствия. Если, допустим, касаемо езды на самокате вдвоем, то это 5000 штраф. Если, допустим, не спешился человек, пересекающий пешеходный переход, это 1000 рублей. По правилам ПДД там у них 800. Госдума уже подготовила законопроект о кратном увеличении штрафов для любителей двухколесной езды. А некоторые депутаты и вовсе выступили за полный запрет этого вида транспорта. Ну а пока парламентарии изучают общественные настроения в этом направлении, любителям самоката стоит помнить главное. Любишь кататься – катайся по правилам. Петр Васильев, Нюргун Старостин, Якутск. До конца подачи документов на поступление в СВФУ осталось всего несколько дней. Последний срок до 25 июля. В этом году университет предлагает абитуриентам более 4000 бюджетных мест по всем уровням образования. Подробнее смотрите в материале Дарьи Короленковой. Поступающие на программы бакалавриата и специалитета должны пройти вступительные испытания, которые проводятся в форме тестирования или собеседования. Галина Алексеева подала документы по направлению психологии. Такое рвение к учебе у нее возникло после окончания юридического колледжа. Заполняли бланки тут, получается, вот эти вот. И сегодня экзамен по социальной работе. До этого еще русский язык. И до этого еще экзамен по психологии был, по общей психологии. Сдала я на 58 баллов. Не скажу, что это прям хорошо или плохо. Балл средний, ну чуть выше среднего. А вот Саина Иванова мечтает стать экономистом. Она видит в обучении в СФУ не только возможность получить необходимые знания и навыки, но и шанс реализовать свои амбиции и мечты. Для того, чтобы поступить в экономический институт, я сдавала математику, русский и обществознание. Большое время я уделяла математике и обществознанию. Хочу стать экономистом и внести вклад в экономику нашей республики. Абитуриенту необходимо принести заявление о согласии на обработку персональных данных, заявление о приеме с личной подписью, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и диплом о высшем или среднем образовании. Это что касается очной подачи документов, но их можно еще и отправить почтой или воспользоваться сервисом поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. На сегодняшний день более 17 тысяч абитуриентов подали заявление по программам бакалавриат и специалитет. День порядка 700, чуть больше 700 человек подали в магистратуру и 1500 человек на программу среднего профессионального образования. Более популярный, вот именно согласно статистике последних лет, это у нас медицинский институт. Порядка 900 человек подали документы, подали свои заявления. Таким образом, заявлений в мединституте, например, около 2000, а если по людям считать, то это порядка 900 человек. Это очень много. Всего в ВУЗе представлено 11 образовательных программ СПО в 4 учебных подразделениях. Прием документов на обучение по программам магистратуры на бюджетные места продлятся до 31 июля. На платные места документы будут принимать до 20 августа. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. Сезон ягод начинается. Спрос и предложения растут, цены на местную продукцию становятся все больше и больше. А ягоды с юга России, наоборот, дешевле. Моя коллега Александра Котельникова ознакомилась с ценами. На рынках города появляется все больше ассортимента. Не только клубника, но и ежевика, малина и голубика. Стоимость некоторых ягод зависит от предложения. Если берут мало, а поставка не дешевая, то и стоимость, соответственно, немала. Почему малина и ежевика, они дорогие, но они так нам приходят, потому что они на самолете сюда приходят, а самолет каждым килограмм 600-700 рублей берет.
за то, что сюда приходят. Из-за этого малина и ежевика, они чуть-чуть дорогие, они медленно работают. А клубника каждый день хорошо идет. Она не слишком такая дорогая, 1400-1500, это нормально. Особенно для торт берут, там торты готовят, букеты делают. Некоторые жители дают свое предпочтение другим городам. Значимый фактор – ценовая политика. Я предпочитаю больше, конечно, не местные продукты, а именно, допустим, из Москвы или за рубежом. Здесь о ягодах конкретно, конечно, отличается. Допустим, Москва и Якутск. Конкретно говоря про каких, например, голубика, да, или там малина, ну и так далее, или клубника, цены, конечно, очень разные. Большая разница. Допустим, тут клубника 2500, а в Москве килограмм 500. Другая же группа жителей ставит в приоритет фактор полезности от местных ягод. Несмотря на высокие цены, они полностью оправдывают такую стоимость. Я предпочитаю, допустим, нашу местную ягоду, всякую голубику, эту, потому что она как бы витаминная у нас. Она выращена в диких условиях и собрана не в садовых условиях, вот как, допустим, а дикая, она всегда витаминная. Возьмите щавель витаминный дикий, вот возьмите всю брусничку, вот эту траву, которую надо попивать, баратен. Поэтому витаминов много, и наши вот местные жители должны использовать именно наши ресурсы. Если смотреть по килограмму, на рынке первое место по стоимости занимает ежевика и малина, которая стоит в районе 3000 рублей. Дальше располагается местная клубника за 2500 рублей. На третьем месте привозная голубика за 1700 рублей. И на последнем такая же вкусная привозная клубника за 1500 рублей. На данный момент на крестьянском рынке преобладают именно привозные ягоды. Почти все они из Краснодарского края. Ну а местные появятся чуть позже, в августе. Александра Котельникова, Станислав Потапов, Якутск. Юные нерюнгринцы в игровой форме узнали о правилах безопасности пользования интернетом. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета активно работают над тем, чтобы защитить детей от негативного влияния интернета. Речь идет о профилактической работе. Это уроки безопасности, игры, акции и флешмобы. Продолжит Екатерина Павлова. Для чего создаются фейки в интернете? На какие сообщения в социальных сетях нельзя отвечать? Такого рода вопросы в игре формируют у детей навыки самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации. Это как настольная игра, только в большом формате. Они кидают кубик, переставляют фишки, мы задаем им вопросы, они на них отвечают. И тут вопросы многие дети могут быть незнакомы, они могут узнавать об этом много нового. Нерюнгринцев, воспитанников лагерей дневного пребывания, в игровой форме научили распознавать интернет-угрозы и деструктивный контент, поговорили об анонимности в сети, опасных течениях и сообществах. Весь криминал и все неприятности перешли в онлайн. И оттуда они уже идут к нам. Поэтому надо именно там научить детей работать. Работать друг с другом, общаться, с кем можно общаться, с кем не общаться. И выводить их именно с онлайн, офлайн, чтобы они могли вот так поиграть, познакомиться друг с другом, помогать нам проводить те же игры для детей. Профилактические мероприятия продолжатся как в летний сезон, так и в новом учебном году для того, чтобы дети были защищены от негативного влияния интернета и могли безопасно им пользоваться. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. За особый вклад в развитие детско-юношеского спорта на азиатском континенте и за личные заслуги в развитии игр «Дети Азии» вручили награды всем причастным – организаторам, волонтерам и спонсорам. На играх «Дети Азии» обе команды Якутии справились со своими задачами. Первая команда заняла 4-е место, вторая – 14-е. Напомним, всего на играх приняли участие 24 страны Азии, 3 федеральных округа России. Всего разыгрывали 239 комплектов наград, а вручили 1426 медалей. Доведены, скажем так, общий анализ проведения игр. Конечно же, люди, которые заслужили своим, скажем так, ежедневным трудом, сделали этот детский праздник, получили заслуженные награды. Вот. Также стоит отметить, что, как и в любом итоговом совещании, были отмечены и те незначительные минусы, которые необходимо будет в последующем, скажем так, учитывать при организации больших мероприятий.
В Ленске готов к открытию сквер старожилов. Он появился на берегу реки рядом с храмом святителя Иннокентия. Сегодня это облагороженная территория, а несколько лет назад это был заросший пустырь. Новое место отдыха уже облюбовали ленчане. Тему продолжат мои коллеги из Ленска. Длинные тротуарные дорожки по всему периметру сквера, современные светильники, массивные стильные лавочки и урны. Берег реки, вид гор и, конечно, наш храм. На этом месте сегодня созданы все условия для отдыха ленчан. Сюда можно прийти, подышать свежим воздухом, почитать книгу, сидя на лавочке. Прихожане храма часто просто прогуливаются здесь после службы. И, конечно, сквер облюбовали мамочки с детьми. Вот первый раз мы пришли с ребенком, с племянником погулять в парк. Красиво, конечно, сделали, зелененько, все такое чистенько, аккуратненько. Лавочек много поставили для отдыха, чтобы можно было с детьми посидеть, погулять. Вообще нравится нам. Мы пришли, еще не были здесь вечером, говорят, здесь вечером очень красиво. На данный момент благоустройство сквера практически завершено. Подрядчик убирает оставшийся строительный мусор. Сегодня ведутся работы по подключению видеонаблюдения и электричества. Готовится площадка под спортивную зону. Ее установят буквально на днях. Тренажеры, баскетбольные площадки или волейбольные площадки, оба. Все будут. Все бетонные плитки установлены, керамические плиты все установлены. Только осталось чуть-чуть мелочи. Скамейки все вчера установили, подкрепили. Покрасили, где надо было. Ждем дальнейшие указания. В 2019 году здесь был установлен флагшток «Знамя Победы». С этого момента и началось благоустройство сквера. Велось оно 4 года. Из-за недобросовестного подрядчика работы затянулись. Напомним, инициатива разбить сквер на заброшенном месте принадлежала старожилам Ухтуи. С этим местом связана история поселка. Именно отсюда в 1942 году уходили мужчины на фронт. Озеленением сквера занимались старожилы. Здесь уже растут березы, яблони и различные кустарники. Несколько лет проводили здесь празднование 1 мая. Теперь в сквере будут проходить и другие районные и городские мероприятия. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. В Ржевском районе в лагере имени Федора Хлопкова завершилась 4-я дальневосточная смена «Вахта памяти». В этом году его участниками стали студенты вузов и СУЗов, всего около 60 человек. Они примерили на себя роль настоящих поисковиков. На протяжении 2 недель они находили военные артефакты и поднимали останки красноармейцев. О результатах работы 4-й смены в материале Айсены Бурнашовой. Военная форма, каски, оружие, боеприпасы – это лишь малая часть находок поисковиков. В полевом музее лагеря хранят экспонаты, которые пролежали под землей более 80 лет, а нашли их пару дней назад. Главное орудие поисковиков – это такие металлоискатели и металлические щупы. С помощью них ребята и находят военные артефакты. На этом стенде, например, расположились боеприпасы разных калибров, а на соседнем столике мы видим даже противопехотную мину заграждения. А рядом, обратите внимание, затвор винтовки Мосина. Советские солдаты в случае гибели старались попросту избавиться от таких затворов, чтобы оружие не досталось врагу. Затворы винтовок вторые в списке находок. Чаще поисковики поднимают гильзы от патронов. Могут обнаружить с десяток за час. А вот одним из редких предметов считается солдатский медальон. Найти его – большая удача. 4-й смене удалось это сделать. Мы нашли медальон в этом году, но он оказался пустой. Причем для медальона есть соответствующие правила. После того, как вы его находите, нужно быстро завернуть его в клочок земли, положить в пакет, чтобы то, что там лежит, не разрушилось, потому что прошло уже практически 80 лет. Но главная задача – найти останки без вести пропавших солдат. В этом году ребята подняли 6 красноармейцев. Их имена еще предстоит установить экспертам. На самом деле, чем меньше, тем лучше. Сейчас поисковые отряды каждый год на Ржевской земле захоранивалось порядка 2500 человек. В этом году эта цифра стала 773. 773 человека, которые в этом году обрели покой. Я считаю, что когда в 3 раза меньше стала цифра, значит, поисковые отряды работают продуктивно. Чувство патриотизма, желание отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной войны объединило около 60 человек. Это студенты из Дальнего Востока, Донецкой Народной Республики, впервые представители Херсона и Запорожья. У нас первый раз ребята, 2 представителя Запорожской области, 2 Дмитрия, участвуют в этом мероприятии. И это настолько важно
Потому что им нести вот эту правду, эти знания на освобожденные территории, это пример хороший. Надо создавать как можно больше таких лагерей, организаций. И память каждого защитника, она должна быть увековечена. Помимо поисковой деятельности, ребята обучились тактической медицине, начальной военной подготовке. Вечера завершали свечкой, то есть песнями у костра. И, конечно, делились впечатлениями. Они у них самые положительные. Следующая смена лагеря Хлопково, юбилейная, 5-я по счету, откроет свои двери в июле 2025 года. Из Якутии нас много. Это студенты из СФУ, Агики, Агату, Чигивкис. Всего якутян 20 в этой смене. Ну вот с каждым днем просто ты больше чувствуешь вот какой-то гордость за вообще себя, что ты здесь, гордость за всех предков, которые отдали жизни, за то, чтобы мы сейчас жили вот такой спокойной, мирной жизнью. Уверен в том, что судьба нашей страны, если она в руках таких ребят, то за страну можно не беспокоиться. Она будет в безопасности, она будет свободной и развивающейся. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Тверская область. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.